Общественники, чиновники и предприниматели продолжают комментировать стратегию социально-экономического развития региона на период до 2035 года. Создание лесопромышленного кластера может дать стимулы для развития научных направлений в деревообработке, и это очень важные перспективы для отрасли. Александр Игнатов, генеральный директор одного из лесозаготовительных предприятий республики, также отметил необходимость поддержки различных инвестиционных проектов. Напомню, более 30% экономически доступной лесосеки распределяется как раз под приоритетные проекты, нацеленные именно на переработку древесины и выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Если смотреть лесную отрасль, да, она как зуб той пилы поднимается, потом падает, да. Сейчас он и поднимается. Конечно, всегда поддержка региональных властей, муниципальных властей. Ну, во-первых, обеспечение лесными ресурсами, в первую очередь, да. Ну, и, наверное, доступность, транспортная доступность ресурсов лесных. В туристическом кластере тоже новшества муниципальных образований, для которых этот профиль становится приоритетным, теперь больше. Всего здесь 3 направления. Арктическое – это Воркута и Инта, кластер этнографического и водного туризма Устыльма и Ижма и туристско-рекреационный. Он направлен на оздоровление, восстановление сил и работоспособности. Здесь опорные точки Сыктывкар, Вуктыл, Сыктывдинский, Прилузский, Троицко-Печорский районы. Было бы здорово, что если бы на территории нашей республики, красивой, большой, богатой, есть что людям показать, есть чем людей удивить, и вот это бы направление бы туризма и развивалось. У нас ведь на территории района есть древние пещеры, и не одна, их много. У нас замечательные реки, что можно делать экскурсии, проводить экскурсии, выезжать по нашим рекам Печора, Унья, Илыч. Кроме того, в том же Троицко-Печорском районе нельзя не отметить и старинные дивные коми села и деревни. Там сохранились традиционные ремесла, оригинальные песни, самобытные праздники и, конечно же, кухня. И это только один район, а таких в республике 2 десятка. Туристический потенциал огромный, и профильный кластер должен дать толчок его развитию.